Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о жаркой сауне на улице Чапаева. Там сауна, видимо, пожар. В разгар рабочего вечера заведение загорелось. Дело банды новотатарские дошло до суда. Если потерпевший отвечал правомерным отказом, подсудимые угрожали повреждением имущества потерпевшего, а также причинением телесных повреждений. Что говорят потерпевшие и почему родственники подсудимых считают, что в этом нет ничего криминального? Мы считаем, что дело было сфабриковано, чтобы убрать конкурентов. А также замучила совесть. Поскольку в его действиях имеется рецидив преступления, то окончательное наказание не может быть назначено менее 1/3 максимального вида наказания. Молодой человек сознался в краже, о которой в полицию даже не заявляли. Это и не только. Прямо сейчас. Жаркая ночь выдалась для сотрудников и посетителей сауны на улице Чапаева. Расположенное в подвале жилого дома заведение вспыхнуло, заставив эвакуироваться не только персонал и отдыхающих там клиентов, но и сотрудников вышерасположенных офисов. Последние, так же как и жители нижних этажей, еще долго будут помнить этот оздоровительный комплекс. Почему, знает Анна Городнова. Мы работали, сидели. Вот. Унюхали запах, зашли в соседний офис, у нас там все задымление уже полное. Учуяв едкий запах горелого и оказавшись в плену дыма, сотрудники офиса, расположенного по улице Чапаева, выбежали на улицу и, не успев понять, где и что горит, увидели пожарные машины. Помещения тем временем быстро заполнялись дымом. Некоторых жителей дома и сотрудников офиса пришлось эвакуировать огнеборцам. Они же и нашли источник огня. Горела сауна, расположенная в подвальном помещении. Там сауна, видимо, пожар. А там сауна? Там, вот да, какой-то оздоровительный комплекс, да, сауна. По рассказам жителей дома, в подвале находится оздоровительный комплекс и сауна. И по предварительной версии возгорание началось именно там. Пожарные справились с огнем через полчаса. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Но пострадала не только горевшая сауна. Сильно пропахли едкой гарью несколько квартир на первом этаже, а также офисы. Люди во время пожара не пострадали. И помощь дежуривших медиков никому не потребовалась. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Дело предполагаемых участников криминальной группировки «Новотатарские» дошло до суда. Напомним, 7 подозреваемых полицейские задержали в августе этого года. Стражи порядка установили, они силой и угрозами заставляли казанских предпринимателей выплачивать дань. В случае отказа применяли меры и физическую силу, и моральное давление. Сегодня на судебное заседание пришли родственники обвиняемых. Они имели совсем другое мнение насчет уголовного дела. Обо всем по порядку в репортаже Айрата Назипова. Эти кадры сняты в августе прошлого года. Тогда оперативники, вскрыв дверь болгаркой, задержали предполагаемого лидера криминальной группировки. В то же время его участь постигла и еще 6 подозреваемых. Хотя история уголовного дела берет свое начало еще в 2014 году. Сказали, мы новые татарские, нам будете работать, мы будем крышевать, нам надо платить деньги. Я говорю, сколько? 15. Я говорю, больно дорого. Они сказали, если не будешь платить, мы перевернем столы, вообще не дадим работать. По версии обвинения, подозреваемые вышли на предпринимателей, работающих на территории Казанского речного порта, и заставляли платить им деньги за криминальное покровительство. Многие бизнесмены не обращались в правоохранительные органы, опасаясь за свое здоровье и бизнес. Если потерпевший отвечал правомерным отказом, пояснив, что проблем с осуществлением торговой деятельности не имеет, в криминальном покровительстве не нуждается, подсудимые угрожали повреждением имущества потерпевшего, а также причинением телесных повреждений в случае отказа платить им денежные средства. У подозреваемых нашли травматическое оружие со спильными номерами, электрошокеры, кастеты и ножи. У одного из задержанных обнаружили свыше 50 граммов кокаина. Правоохранители возбудили сразу несколько уголовных дел, среди которых вымогательство и незаконный оборот наркотиков. Спустя чуть больше года после задержания дело дошло до суда. Лицо хорошо, а этой камеру надо разбить. На судебное заседание большинство подсудимых пришли в масках и в присутствии видеокамер тщательно скрывали свои лица за папками и пакетами. Похожей тактикой пользовались и родственники обвиняемых. Они считают, что их близкие сами стали жертвами. Отец одного из них заявил, что его сын только открыл торговую точку и не занимался ничем криминальным. Дело сфабриковано. Уже 2-й год длится следствие, то есть ни доказательств никаких нет. Вот. И мы считаем, что дело было сфабриковано, чтобы убрать конкурентов. Потому что когда наши дети начали заниматься торговлей,
После этого завели уголовное дело. На судебном заседании адвокат одного из обвиняемых запросила отвод судьи. Впрочем, это ходатайство было отклонено. Кроме того, всем подсудимым продлили меру пресечения на полгода. Следующее заседание состоится 7 декабря. Айрат Назипов, Ильнар Хатыпов, вызов 112. Полицейские Казани задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере. Им оказался 24-летний житель Новосавиновского района. Как считают стражи порядка, молодой человек намеревался продать крупную партию синтетических наркотиков метанон. Но сделать этого ему не дали. Подробности операции в материале Сергея Хайдарова. Информацию о причастности молодого человека к возможному сбыту запрещенных веществ у полицейских появилась еще в октябре. Когда подозрения подтвердились, 24-летний казанец был задержан по месту жительства. Все сомнения развеял обыск квартиры. Во время обыска в квартире фигурантов в присутствии понятых стражи порядка обнаружили сверток со спрятанными наркотическими средствами массой около 44 грамм, весы и упаковочные материалы. Экспертиза показала, подозреваемый хранил синтетический наркотик метанон. После обнаружения весов и упаковки для мелких партий полицейские предположили, что запрещенное вещество он хотел сбыть. По данному факту в отделе полиции Ямашевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта Г, части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – ограничение свободы до 20 лет. А пока идет следствие, подозреваемый будет находиться в одном из следственных изоляторов города. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, вызов 112. 36-летний мужчина погиб в результате падения дерева. Трагедия произошла в селе Нижняя Корса Арского района. По предварительным данным, группа местных жителей самовольно расчищала берег ручья от поврежденных бобрами деревьев. Один из мужчин, пиливший дерево, вдруг увидел, что оно падает. Он бросился в сторону, но убежать на безопасное расстояние так и не смог. И ствол упал прямо на него. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку. Житель Самары погиб в результате аварии, произошедшей в Алексеевском районе. Возле населенного пункта Мокрые Курнали столкнулись «Лада Ларгус» и ВАЗ-2110. Водитель «десятки», 52-летний уроженец Самарской области, получил травмы, несовместимые с жизнью. Его тело из искореженного автомобиля пришлось доставать спасателям. Еще 2 человека из «Ларгуса» были госпитализированы. Еще одна следственная проверка будет проведена по факту гибели рабочего. По предварительной версии, мужчина работал на одном из предприятий авиастроительного района по договору найма. Во время рабочей смены он занимался зачисткой фонаря и в какой-то момент, оступившись, упал с высоты 17 метров. Получив травмы, несовместимые с жизнью, мужчина скончался на месте. Предположительно, погибший работал без страховочного пояса. Замучила совесть. 25-летний заключенный сознался в краже, о которой не знали правоохранительные органы. В полицию с заявлением о пропаже денег из православного храма тогда никто не обращался. Служители церкви решили, пусть будет на совести злоумышленника. Совесть не выдержала, и теперь к имеющимся 8 годам строгого режима может прибавиться значительный срок. Подробности расскажет Нафиса Минязова. В храме на Красном Ключе хорошо помнят эту историю. Рассказали, что молодому человеку негде было жить, и он попросил помощи у настоятеля. Парня приютили, кормили, он помогал по хозяйству. Но, как считают в церкви, в какой-то момент его бес попутала по версии обвинения, да и, как сам сознался, он ночью похитил 35 тысяч рублей пожертвования прихожан. После этого молодого человека уже не видели. Служители церкви с заявлением в полицию не обращались. В воровстве парень признался сам. Уже будучи осужденным за другое преступление в колонии строгого режима, он написал явку с повинной, где во всем раскаялся. Сегодня состоялось первое судебное слушание по этому делу. С учетом позиции подзащитного мы пока никаких комментариев давать не будем. За кражу денег в храме 25-летнему нижнекамцу грозит до 5 лет лишения свободы. Молодой человек осужден и за другое преступление, поэтому новое наказание добавит срок. Куплов ранее был осужден к 8 годам лишения свободы. И поскольку в его действиях имеется рецидив преступления, то окончательное наказание не может быть назначено менее 1/3 максимального вида наказания в связи с тем, что в его действиях имеется рецидив преступлений. Судебный процесс был отложен, так как подсудимый вовремя не был извещен о слушании дела. В следующий раз в этом зале он окажется через неделю. Нафиса Минязова, Лилия Егорова, Рафаэль Ракипов, вызов 112. Внимание, розыск. Волонтеры разыскивают 36-летнюю жительницу Альметьевска Эльвиру Сиддикову. Она вышла 26 октября в магазин и не вернулась. Известно, что пропавшая носит слуховой аппарат. Приметы. Рост 160 сантиметров, полного телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-каштановые с проседью. Была одета в коричневую куртку, сиреневый халат, черные колготки, на голове розовая косынка. Всех, кто знает о ее местонахождении, волонтеры просят обращаться по телефонам, указанным на экране.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщить нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.